Ну вот мы обосновались вот в этой гостинице «Прибой». Так, конечно, гостиница одно название, да, по уровню сервиса и качеству номеров, но зато удобно. Вот тут пристань рядом, и вышел от там сама Лиственка туда вглубь уходит, значит, и тут отели вот идут, ага, там еще. Значит, вот там рыночек находится, вот кораблики. Плывут кораблики. А вот у нас Маша собственной персоной. Ну, сейчас уже последние минуты, и мы отчалим. Ну вот мы отчаливаем на маленькой лодочке такой, или не лодочка, катера. Здесь пристань Лиственки. И мы сейчас время 14:28, поехали. То есть 15:28 мы должны сюда приехать. А сейчас немножко поснимаем набережную. Это еще раз поселок Лиственка, озеро Байкал. Ух ты, Тартуга, Крустас, это круто. Смотрите, как он может. Ну вот Лиственка практически уже тут заканчивается.
тут у нас стояночка будет. Минут 20 сказали. Мы здесь походим по бережку. Полюбуемся красотами и потом обратно. Спутник. Это спутник. Ну вот, приплыли. Вот там какой-то грот или что. Ну сейчас тут еще отдельно поснимаем. Так, ребята выкидывают трап. Таким вот образом. И мы идем. Спускаемся. Тут вот такая вот. Идем. Маша уже убежала. Угу. Туда вот что, лазят, что ли? Смотрите, ступеньки. Маша, полезешь по этой туда вон? Куда-то туда. Да, я шучу. Пойдем посмотрим. Давай. Погуляем. Недалеко. Ага. Ну пошли вместе, ага. Пошли, вот наш катерок. Люди уже залезли, фотятся. Такая вот здесь порода. Тут такая лунка или что это такое? Мальчик, он куда залез? Что, Маша, залезешь туда, где фотки? Какой-то тролл. Цветы. Что за цветы? Я не знаю, не разбираюсь. Тут автографы кто-то оставляет. Наша команда здесь. Ну вот, походили по бережку, поэтому наша возвращается. Ну что, тебе понравилось? Нет? Возможно. Но погодка сегодня такая, тут тепло вообще, да. Вот здесь, в этой бухточке, здесь все вот эти вот катера останавливаются. Наши уже все вернулись практически. Ну и мы сейчас тоже поедем. Тут они постоянно приплывают туда-сюда. Тут Маша у нас сидит. Маша взяла землянику. Что у тебя? Земляника, да, лесная? И кушает ее.
недолго стояли совсем. Недолго. Просто пройтись и все. Все, обратно катим. Ветер здесь, ветер. Ладно, придется музычку какую-нибудь вставлять. Еще разочек. Все, Маша, давай пошли вместе. Тут такое местечко есть. А здесь ничего интересного. Что тут такое? Можно сидеть. Тут ветра нет уже. Конечно. Конечно, можно. Ну, а мы пройдем вперед. Маша. Красоты. Здесь холодно. Укутались. А он там несется. Катер. Что прохладно. Ну, тут нормально, да? Тут нормально, а тут не дует. Кораблик. Вот здесь шаурму решили сделать. Там ее готовить.
рыночек. Так подожди, там за деньги надо. Ну вот, взяли вот на этом рынке, вон там шаурма написано. Там купить тоже можно взять. Ну как, Маша? Вкусно же, да? Ну, товарищи с Индии. Гарные вещи. Видите, сахарная вата. Есть там? Кафе «Старая пристань». Такой мостик деревянный, какая-то речка и ручеек. Сдаются домики посуточно 2-3-местные. Смотрите. Мальчик почему-то раздетый. Непонятно, они там сидят, кушают. Странно. Катамаран. Бизон. Круизы по Балкалу. А вот это вот Нерпинарий. Сейчас мы туда пойдем. Ну, а я тем временем кушаю. И Маша тоже кушает. Вкусная же, да? Угу. Уважаемые Ну, гости, там с голубями опять за фотографируют. часовую прогулочку с выходом Одна на берег фотография Курской 300 рублей, итого Двигатель 5 фотографий. бесплатно. Обалденная Запасные сумма средства, получается. теплые следы, закрытая, теплая, уютная, обзорная кают-компания. Пока что по хорошей погоде приглашаю вас, уважаемые гости, к нашей прогулочке. Так, ну, ладно, мы сюда пойдем. Тут тоже продают. Вот наш отель «Прибой». Берем. Нерпинарий, Байкал Сел Шоу. Короче, билеты для взрослого 500 рублей, для ребенка до 12 лет 400 рублей, на 100 рублей дешевле. Вот билеты, цена билетов, расписание сеансов.
короче, едем. Судно с открытым дном. Вот наш автобус с берега. 5 минут сказали. Отвезут, и потом мы пересядем на это судно. Это сам поселок, а с этой стороны Байкал. Так, приехали. Сейчас будем выходить. Подожди, Маша, сейчас выйдут люди? Такие вот. Потихоньку идем. Вот наш кораблик с прозрачным дном, где мы будем наблюдать А где дно? за происходящим. Ну, сейчас. И там нет судна? Так. Так, сюда заходи. Марпа. Спасательные жилеты. Иди на ту сторону. О, смотрите. Покажу вам. Вот мы будем сейчас смотреть. Маша, видала такое? Ну. 10 лет назад. И вот представьте, ходит наш уже корабль более 10 лет, и до сих пор не появилось второго такого корабля с прозрачным дном на Байкальской воде по сегодняшний день. Как вы понимаете, более 10 лет назад у нас было обычное дно, металлическое, позже заменили его на стеклянные пластины, и теперь мы с вами можем наблюдать дно. Вообще наш корабль стоит на 4 металлических пластинах, однако для того, чтобы нам находиться с вами на плаву, достаточно и 2 металлических пластин. Часто туристы спрашивают, что произойдет вдруг, если стекло разобьется. Если разобьется, не переживайте, ничего страшного не случится. Вода заполнит данный бассейн примерно до такого уровня и дальше не попадет внутрь корабля на палубу. Также хотел бы обратить ваше внимание, смотрю, есть дети, всем детям до 12 лет нужно будет одеть жилеты. У нас вот такие есть детские жилеты, посмотрите, и еще желтенькие такие же. Вот, можете передать? Передайте, пожалуйста, жилет. Маша, на. Давай, одевай. Это Жилет для одевай. больших, вот для маленьких желтенькие.
А, желтенький, да? Спасибо. Жилетик одеваем. Давай, надевай жилетик себе. Я зашла вот темнее. Давай. Что вы сейчас можете видеть на Байкале? Давайте вам немножко расскажу. Водоросль, которая зеленая, темно-зеленого цвета, это спирогира. Спирогира сейчас на Байкале очень много. С чем связано такое количество спирогиры на Байкале? Спирогира начала разрастаться из-за того, что большинство отелей и гостевых домов, а также туристов, которые приезжают на Байкал отдыхать якорями, они покупают дешевые порошки с высоким содержанием фосфорных соединений. И при стирке эти фосфорные соединения не попадают в байкальскую воду. В такой среде себя хорошо и вольготно чувствует спирогира и начинает активно разрастаться. Некоторые ученые считают, что спирогира вредит экосистеме Байкала, некоторые утверждают совершенно обратное. Кто-то говорит, что она является частью экосистемы, занимается фильтрацией байкальской воды. Другие же говорят, что из-за того, что ее стало так много в Байкале, она начала вредить байкальской экосистеме. Спирогира вытесняет другие высшие подводные растения, и в том числе и байкальскую губку. Также в тех местах, где растет спирогира, обычно не водятся косяки рыб. Белое – это уже результат цветения водоросли. Это уже когда водоросль отцвела. Спирогира достигает длину от 10-15 сантиметров до 1 метра. Рыбаки часто называют спирогиру волосы русалки, потому что именно по форме и по цвету они напоминают волосы какого-то мистического животного. Другую водоросль, которую вы также можете видеть сейчас на дне, это байкальская губка. Обратите внимание на камушки, на светло-салатовую водоросль. Это все байкальская губка. Она крепится, она обязательно должна расти именно на камушке, крепиться к камушку, либо к трубе, иначе она просто погибнет. Вот обратите внимание, она у нас есть здесь на плакате. Это байкальская губка, я вам показываю, чтобы вы легче могли отличить ее от другой водоросли. Также последняя фотография слева от меня, это тоже байкальская губка. Взрослая байкальская губка уже напоминает чем-то по форме кактус. Байкальская губка имеет свой уникальный зеленый цвет только в байкальской воде. Если мы с вами поместим ее в другой водоем, то она будет иметь белый цвет засушенного коралла. А если вы также попытаетесь достать губку из воды, она тоже будет иметь белый цвет. Как я уже сказал, байкальская губка, в отличие от большинства высших подводных растений, которые составляют всего 1% от экосистемы Байкала, имеет корневую систему, и поэтому ей обязательно нужно застойно крепиться. Если вы ее открепите от камушка или от трубы, то она у вас просто погибнет. 5-7 сантиметров такой губки байкальской может отфильтровать в день до 20 литров воды. А это значит, что байкальская вода фильтруется гораздо быстрее, чем она сюда поступает. А как поступает вода в Байкал? В первую очередь, конечно же, это речки, которые впадают в Байкал. Согласно советскому исследованию, в Байкал впадает 336 речек. Также большую часть составляет талая вода, то есть это снег, который сходит с горных вершин. Также талая вода попадает в Байкал благодаря таянию ледников. Также подземные воды подпитывают Байкал и, конечно же, большое количество осадков. Также, кстати, у нас очисткой Байкала занимаются не только байкальская губка, но также и спирогира вообще, на самом деле, тоже занимается очисткой Байкала. И занимаются различные виды ракообразных рачки, в том числе вот такие красные. У нас здесь представлены две фотографии справа от меня. Это рачки, которые обитают на глубине как 100 метров, так и в самой глубокой впадине на глубине 1637 метров. Эти рачки тоже занимаются очисткой байкальской воды, но немножко в другом плане, нежели
элемент Байкальская губка. Если какой-то мертвый организм попадает в воду, например, мертвая рыба, мертвая птица или мертвая нерпа, они настолько быстро разъедают этот организм, что не доходит до процесса гниения. И поэтому байкальская вода до сих пор пригодна к употреблению. А есть глубокие места какие-то? Да, на Какая Байкале... самая большая? На Байкале действительно очень много глубоких мест. Вообще Байкал можно разделить на 3 основные котловины. Сейчас я подойду к карте, чтобы было нагляднее. Здесь у нас карта Байкала, южная, центральная, и дальше идет северная часть, она просто не вошла туда. Дальше. Здесь у нас находится южная котловина. Байкал делится на 3 части, на 3 котловины. Южная котловина, центральная котловина и северная котловина. Самая глубокая впадина, самое глубокое место находится в центральной котловине. Глубина этой впадины 1637 метров. Находится она между восточным побережьем Байкала и восточным побережьем острова Ольхон. Протяженность этой впадины 73 километра. Это самое глубокое изученное место на Байкале, 1637 метров. Слушайте, а где мы находимся сейчас на карте? Вот здесь мы находимся на стоянке. Исток Анкары. Здесь с юго-восточной стороны простилается хребет, знаменитый совершенно Хамардабанский хребет. Самая высокая гора Мангусурдук, 3742 метра. Если забраться, поговаривают, на самую высокую точку этой горы, то можно увидеть как русскую, так и монгольскую сторону. Дальше у нас по восточному побережью находится Саянская горная цепь. Дальше туда на север уходит. От южной точки до северной точки длина Байкала составляет 636 километров, длина береговой линии 2000 километров. По площади Байкал занимает лишь 8-е место среди самых крупных озер в мире. Площадь Байкала составляет 31 500 квадратных километров. Объем воды по запасам пресной воды Байкал занимает 1-е место в мире, 20% от всего запаса пресной воды в мире. Находится как раз таки на Байкале. Я предлагаю подняться, потом мы сможем с вами опять спуститься и продолжить рассказ по поводу Байкала. Здесь мы с вами уже вышли на исток горы и можем с вами посмотреть на шаман-камень. Подготовьте монетки, если вам Так, идем. Такие вот животные живут. Ну, мам, дай мне просто монетку. Не снял. Вот шаман-камень. Далеко. Мы подплываем достаточно близко, да. Это мама спрашивала. Уровень Байкала сейчас не очень высокий, уровень Ангары. Все катера стараются обходить шаман-камень по берегам Ангары, по правому и левому берегу. Смотри, шаман-камень вон. Видишь, да? Нам попасть? Это скала. Не подойдет? Ну, конечно, далеко. Кидают. Далеко. У тебя есть монетка? А мы ближе еще будем или нет уже? Все. Нет, это максимально Кидай монетку. Катерам с Есть посадкой более 1 метра, у нас как раз таки давай, посадка кидай. 1 метр у катера. Маша сейчас будет кидать заплывать за монетку буйки, на вот, память. за Нет, туда в килем сторону запрещено. надо, вон туда подойди. И туда подальше, как можно дальше. Давай, туда Сейчас кидай. очень- В уровень сторону Байкала шаман камня. очень Вон. низкий. Видишь его? Давай. О, Если вы все. посмотрите фотографии шаман камня Счастье. 50-60-х годов, то увидите, что это на самом деле действительно огромная скала. Железная дорога ходит, да. Как часто? Здесь проложена узкоколейка и ходит один единственный поезд, это туристический поезд. Вот такой вот паровоз, который вы сейчас можете видеть. Вот там больше ходит. Еще пока что не видно. Ну, вот он там. Крайняя точка. Крайняя точка, значит, Иркутской железной дороги вот здесь вот заканчивается.
тоннеля. Интересно. Колокол. Сувениры разные здесь продают. Там какое-то будет 10 часов. Они Ну, вот там он Байкал. электрички. Здесь Ангара падает. Электрички нет. Достаточно лет. Ну, вот сейчас летний период. Гор Байкала, Я поняла, что на тебя не надо наводить рядом. И поезд идет очень медленно, потому что это очень старый паровоз. Пешком, может быть, интереснее будет. Иногда Вот можно смотрите, увидеть памятник нерву, особенно вечернее время, американскому- она унывает, потому что уже не Ой, так это много американский ветров здесь проходит, поезд, ракеты короче, не там ходят, памятник паром не стоит. ходит, поэтому они периодически Конечная выглядывают точка на поверхность. Иркутской железной дороги Потому что здесь. каждые 12 минут нужно зачерпнуть воздуха, точнее кислорода в легкие. А Они без это него у не нас могут жить. памятник Поэтому периодически можно паровоз. увидеть хвостик, можно увидеть Еще голову, до но революционной. не увидите. Только если в бинокль. Производство американской фирмы какой-то. У них очень хороший слух, и поэтому они хорошо слышат присутствие человека кнопку давай. на расстоянии 300 метров и стараются избегать встречи с ним. Греет под воду. 100 тысяч голов сейчас на данный момент. И даже из-за того, что их так много, на Байкале разрешено. Нос. Байкал. Так, ну вот еще разочек. Конечная точка Иркутской железной дороги. Вот это Ангара впадает в Байкал. Вот там вот напротив Стевянка. И здесь Байкал. Так вот, запрет действует с 2017 года, 1 октября, действует еще пока что не так долго, но говорят, что продлится в течение на 3 года. Хотят его продлить. Ну, мы Пока разворачиваемся что и сейчас популяция обратно очень поедем. большая, у муля и вообще другой тоже рыбы. Например, чешуя накладывается друг на друга, как, допустим, у селедки. Вот, можете даже Нет, это речная рыба. Подо льдом. Да. Она тоже кушает. А естественные враги у меня есть? Нет, это единственный хищник, верхушка пищевой цепи. Человек на ней. Ну, человек, да, над ней, но и дома как бы. Вон там он сам поселок вдалеке. Вон мы оттуда приехали, вот тут где-то причал. Ага. С тобой взяли. Труба ведет в Листвянку. И вот как раз таки там используют и пьют нашу обычную байкальскую воду. О, прямо зачерпнули. Чистую я сейчас вам набрал. Конечно, она чистая, Ее можно посмотрите пить. на неё. Чистая вода. Чистая, да? А как дистиллированная, да? Почти. Почти Нет, дистиллированная. Маленький пузыречек был бы набрать. Так есть вот стаканчик. Стаканчики есть, да, у нас. Стаканчик все Мгм.
сейчас она попробует и расскажет нам. Мы тоже сделаем. Так, зачерпнули. Так, отходим. Че, как? А вон ведерко сделано. А у меня сердце не Чистая вода, да? Холодная, холодная. Так что приезжайте на Байкал пить чистую воду. Вообще чистейший вкус, конечно. Чистейший. Без всяких примесей, привкусов. Папа, если, например, 2 стакана выпить, что будет? Ну еще выпей, ничего не будет. Это чистая вода. Еще налейся. Просто очень холодная вода, да? Да, можешь голову просто застудить себе горло просто. Но еще хочешь, попей. Маша второй стакан пьет байкальской чистейшей водички. Че, как? Нормально? Давайте на счет 3. 3, 2. Меня подожди. Все готово? 3, 2, 1. Еще раз. Еще раз. Попробовали. Прекрасно, да? Нет, да все допивай. Вот уже экскурсия заканчивается, и мы подплываем к берегу. Откуда мы приехали? А, видно? Ну пошли, ага. Туда. Посмотрим еще. Вот этот корабль. Смотрите, какая красота. Это дно Байкала. Ну, это рядом с берегом. Че, прикольно? Ну да, уже все. Приплыли, называется. Так, ну все. Побывали в дно, попили чистые водички. И теперь выходим. Чего интересно было? Или беги вон на ту сторону, сейчас ходить туда-сюда. Или вот туда, вон туда, да, чтобы ноги не было. Вот наша экскурсия. Подожди. Что такое? Почему нас закрыли? Ну все. Мы приплыли. А, это называется Рында. 1827 год, что ли? Маша, не стукай, не надо. Все. Качает качка. Возьмись, вон кораблик какой прикольный. Ну все, мы покидаем нашу экскурсию. Опять обратно на машину. Ага, хорошо. Ждем. А мы тут пока можем походить. Тут даже машины спускаются.
турист. Осторожно, Маша. Тут. Камушек. Вон еще один причаливает с этим, с пропеллером. Вот и наша машина. Он привез следующую группу. Маша, осторожно. Не надо его. Сейчас люди выйдут, потом Так, следующую группу привезли. Вот. И Маша заходит на свое место любимое, да? Ну ты ничего там не забыла? Кто куда успел? Там есть, да? Тебе не да, мне надо задолбал на ухо, ты что, совсем глупо. Даже на велосипедах ездят. Конные прогулки. А вон девушек еще позовите, есть. пожалуйста. А ты поедешь в Я хотела, в принципе, здесь ночевать, но Прошлый век. решается. Если я вылежу, то я останусь Байкальские сувениры. Ой, что там такое? Сердце такое было. Я еще уточню, если кто-то поедет. В общем, я подумала, нет, что-то мне так не хочется, потому что мне чемодан туда Кидай. может деться. Потому что пропущу так бывает. И так всякий бывает. Конечно, ничего. В конце концов, без всяких дел бывает. Еще больше быстрее, конечно. Туда лесвянка поселок. Вглубь идет. А чем мы не вышли утром? Да, мы же еще хотели в аптеку зайти. И в магазин еще надо тесто. Ну, сказали, тут была одна. Может, какой-нибудь аптечный пункт там остался. Ну, потому что это, конечно, нереально. Не может быть такого. Ну, не знаю, каких медицинских товаров должны быть. Бинт, по-моему, принесли, нашли, да? Либо мы сами добираемся, либо они сами из базы отправляют. То есть, А что-то еще Мася на какой-то просила, да? да, если что-то мне будет не хватать, я потом доберу. Я думала, минут 20 прошло. Сколько мы сейчас 10 отправили? Сейчас что? А сейчас 7:13. Ну, часто как раз. Байкальская керамика. Ровно час, да, выдержали полностью, как в аптеке. Детский сад был. Дом культуры. Есть лес. А это, видать, школа. Да, кстати, вот, наверное, менять нужно здесь. Ну, мы заезжаем.